Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Випа Хаджиев, постоянный представитель Туркменистана в ООН, выступил на 82-й сессии Комитета ООН против пыток и сделал несколько заявлений. Все они касались людей, судьбами которых были и остаются озабочены международные правозащитные организации и о которых не раз писал Туркмен Ньюс. Среди этих людей защитник прав национальных меньшинств Белудж Мансур Мингелов, журналистка Салтан Ачилова, бывший корреспондент радио Азатлык Худайберды Алашев, 20-летняя уроженка Марийского вилаята Гульджемал Джума Мурадова и этнический белудж Ала Мурад Худайрамов. Троих из этого списка, Алашева, Худайрамова и Джума Мурадовой, уже нет в живых. Мингелов, будучи больным, отсиживает длительный срок в колонии. Остается на свободе и в относительном здравии только 75-летняя Салтан Ачилова. Всех этих людей Випа Хаджиев наградил уничижительными характеристиками, а личности Ачиловой и Алашева и вовсе очернил. Бывшего корреспондента Азатлыка он назвал алкоголиком и вымогателем, а пожилую женщину – мнимым борцом за гражданские права и пиарщицей, преследующей корыстные цели. О кончине двух других граждан Туркменистана дипломат высказался не лучше. 20-летняя Гульджемал Джума Мурадова, по его словам, выбросилась из окна, будучи на эмоциях и под воздействием алкоголя, а Ала Мурад Худайрамов скончался в результате токсического отравления трамадолом. Випа Хаджиев также отверг сообщение о пытках активиста за права Белуджи Мансура Мингелова и жестоком обращении с ним по этническому признаку. Заболевание, которым страдает Мингелов, туберкулезный артрит суставов левого и правого колена, был дипломатом назван, но он не уточнил, является ли оно основанием для освобождения заключенного. Напомним историю каждого из тех, о ком высказался с высокой трибуны Випа Хаджиев. Мансур Мингелов был задержан в июне 2012 года по подозрению в контрабанде наркотиков. Во время задержания его сильно избили и сломали ему ногу. Повторно он был арестован на выходе из посольства США в Ашхабаде, куда приносил компакт-диски с показаниями Белуджи. Против активиста сфабриковали дело о контрабанде и вовлечении несовершеннолетних в антиобщественные действия, а также о распространении порнографии. Приговором стали 22 года лишения свободы. В 2018 году Мингелов чуть не умер от туберкулеза, а позднее у него образовался осложненный туберкулезом остеомиелит на ноге. Правозащитника перевели в тюремную больницу, где он отказывается от ампутации конечности. Летом прошлого года больницу посетила медицинская комиссия МВД. Врач, профессор, подтвердила, что в Туркменистане такое заболевание не лечится, но ампутировать конечность пока нет необходимости. По словам Хаджиева, основанием для немедленного освобождения осужденных является наличие заболевания, несовместимого с дальнейшим отбыванием наказания, но он не уточнил, является ли заболевание Мингелова таким основанием. Худайберды Алашев скончался в августе 2024 года в возрасте 35 лет. Его здоровье было подорвано после неоднократных избиений силовиками и постоянного давления на его семью. Алашева преследовали за то, что в 2016 году он под псевдонимом Микан Ташлиев сотрудничал с туркменистанской службой «Радио Свобода» и рассказывал об использовании принудительного труда при сборе хлопка в Дашагузском вилаяте. В декабре того же года Алашева впервые арестовали. Вместе с его матерью, Курбантач Аразмедовой, их обвинили в хранении насвая, подвергли пыткам, а позже приговорили к условному сроку. После этого мужчина прекратил сотрудничество с Азатлыком, но его допрашивали и избивали всякий раз, как только издание выпускало материалы из Северного вилаята. В октябре 2019 года, после того, как Алашева в очередной раз забрали сотрудники МНБ его матери, из-за стресса стало плохо, и через 2 дня женщина скончалась от сердечного приступа. В 2023 году Алашева вновь задержали, но вмешательство правозащитных организаций не позволило силовикам раздуть уголовное дело. Мужчина вышел спустя 15 суток, тем не менее мужчина, за годы репрессий, вконец утратил свое здоровье и в августе прошлого года умер, оставив вдову с 2 детьми.
Независимую журналистку Салтан Ачилову в ноябре прошлого года не выпустили из страны. Женщина должна была вылететь за рубеж на церемонию вручения ей международной премии. Но на рассвете перед вылетом их с дочерью насильно увезли в больницу, будто бы из-за подозрения на некую опасную инфекцию. Диагноза им так и не поставили. В декабре 75-летняя журналистка заявила, что до госпитализации ее пытались отравить, но вместо нее чуть было не пострадала другая женщина, оказавшаяся в тот день у Ачиловой в гостях. А житель Марийского вилаята Аламурат Худайрамов скончался в полиции спустя 3 дня после задержания. Изначально прокуратура заявляла, что Худайрамов мог сам себе нанести смертельные увечья под воздействием трамадола. На самом деле мужчина был убит. Его тело с многочисленными следами пыток вернули родственникам. На нем не было ни одного живого места. На запястьях и голенях отчетливо видны отпечатки наручников, стопы в синяках, а на ногах, спине и плечах видны следы от воздействия паяльником. На спине молодого человека имелись следы от ударов, возможно, дубинкой. Заместитель генпрокурора Рахим Атаев в письме семье заявил, что раны располагались в местах, доступных собственным рукам, так что, учитывая механизмы образования, возможность нанесения данных травм своими собственными руками не исключена. Но как можно нанести себе увечья подобного рода на стопах, бедрах с задней стороны, на спине и ягодицах? Еще одной погибшей, о которой сообщал Випа Хаджиев, является 20-летняя Гульджемал Джума Мурадова из Марийского вилаята. Девушка работала швеей в Ашхабаде и погибла при странных обстоятельствах. Односельчанка пригласила ее на день рождения кого-то из своих знакомых, а на утро тело Гульджемал нашли под окнами дома. Расследование намеренно тормозили, потенциальной свидетельнице угрожали, однако та успела рассказать родителям погибшей, что присутствовавшие на празднике парни издевались над Гульджемал, приставали к ней и могли изнасиловать. В заключении патолога-анатома сказано, что причина смерти точно не определена, однако официальная версия – суицид. Но даже если он имел место быть, то его причиной было насилие, а не чрезмерные эмоциональные реакции девушки, как это представил в своем выступлении Випа Хаджиев. Накануне Гульджемал получила на работе расчет и на следующий день намеревалась вернуться в родной вилаят. Туркменистан систематически отвергает обвинения в пытках задержанных и скрывает реальные преступления. Представители МВД страны регулярно сообщают, что зарегистрированных случаев применения пыток нет. Озабоченность правозащитников судьбами активистов, преследуемых в Туркменистане, официальные лица вроде Випа Хаджиева называют эмоциональной и политизированной. При этом подробно остановиться на случае Салтан Ачиловой Хаджиев, вероятно, был вынужден как раз из-за такой озабоченности и повышенного внимания к нему правозащитников, в том числе спецдокладчицы ООН по вопросу положения правозащитников Мэри Лалор. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.